Президент провел онлайн-совещание с министром транспорта и дорог. В ходе заседания обсуждены текущее состояние, перспективы развития дорожной отрасли государства. Глава Минтранса Джанат Бейшинов представил информацию о ходе реализации проектов по строительству и реконструкции внутренних дорог и крупных автотрасс. Министр также проинформировал о ходе переговорных процессов по проекту строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Подробности в следующем репортаже. Благодаря усилиям государства начались ремонтные и строительные работы на участках дорог районного значения. Согласно указу главы государства, каждому району за 1 год было поручено проводить ремонт не меньше, чем на 3 километрах дорог. В этом году по Иссык-Кульской области только за 1,5 месяца будет реконструировано 15 километров дорог. К примеру, в отдельных районах Аксуйского района, благодаря усилиям государства, дороги уже полностью подготовлены для укладки асфальта. Из-за пандемии часть наших работ, запланированных на этот год, пришлось приостановить. Однако, несмотря на это, до 1 мая все дороги в Иссык-Кульской области прошли через ямочный ремонт. Что касается указа главы государства об обязательном асфальтировании 3 километров дорог в районах, в этом направлении мы ведем усиленную работу. По Иссык-Кульской области предусмотрено 15 километров. В Жетыгульском районе в селе Кызылсу основание 1 километра дорог полностью подготовлены и ждут укладки асфальта. Несмотря на пандемию коронавируса, работы по строительству и реконструкции дорог продолжаются и в Орской области. На сегодняшний день по объектам капитального вложения на участке дорог Кашкар-Кыштак-Маданият, на улицах Нарматова и Маталиева в Алайском районе, на улице Ирке-Кашка Раванского района и в селе Борко-Наукатского района, также по Чон-Алаю в селе Джекенды и в селе Кашкасу идет усиленная работа по укладке асфальта. Укладка дорожных полотен идет по программе развития внутренних районов. На сегодняшний день есть и те участки, на которых работы по укладке асфальта полностью завершены. Так, к примеру, реконструкция и строительство трасс завершены в 5 районах Оша. Было отремонтировано около 7 километров дорог. В этом году предусмотрен проект, где запланирована укладка асфальта на 14 километрах. Планы по реконструкции и строительству дорог в Орской области пришлось немного подкорректировать, признаются специалисты. Всему виной коронавирус. Запланированные работы по текущему проекту были немного укорочены. На сегодняшний день проводится ямочный ремонт. Теперь будут готовить дороги к зиме. По объектам капитального вложения было предусмотрено строительство и реконструкция 24 километров дорог. Однако в связи с пандемией средства были выделены только на строительство и развитие дорог в районах. Мы обслуживаем 5 районов. 15 километров строительства и реконструкции находятся под нашим присмотром. Из этих километров закончена прокладка асфальта на 7 километрах, на остальных работа продолжается. На каждый объект по среднему расчету было предложено около 3,5–4 миллионов сомов. Из-за пандемии выделяемые средства были немного укорочены. Несмотря на это, мы экономим и работаем над тем, чтобы полностью завершить проект. Развитие инфраструктуры напрямую зависит от состояния дорог, говорят эксперты. Так, благодаря строительству участка трассы Маданият-Джалалабад предусматривается возведение 173 дренажных систем и 9 мостов. Кроме дороги будет построено более 40 километров тротуаров и освещение в населенных пунктах. В этой дороге предусмотрено 4 полосы движения, вне населенных пунктов 2 полосы. Вдоль трассы высадят 36 тысяч саженцев деревьев. На сегодняшний день идет активная прокладка асфальта в Сузакском районе. Строительство дорог на участке Маданият-Джалалабад проходит через 3 района и 12 Айлук-Мөтү. В 3 районах установлены 190 труб и вскопано 20 километров АРК. Сумма контракта на строительные работы составляет $64 миллиона. На 550 километрах дорог идет прокладка основания дорог. И если говорить о конструкции трассы, дорога состоит из нескольких слоев. Это около 58 сантиметров. Толщина дорожной одежды 59 сантиметров. Асфальт будем укладывать в 2 слоя. По предварительным расчетам, дорога должна выдержать нагрузку в 11,5 тонн. Дорога 2 категории строится, она согласно евроазиатским стандартам. Строительство дорог в республике продолжается. Одна из трасс, где идет реконструкция, это внутренняя часть дороги Бишкек-Карабалта. Здесь было запланировано отремонтировать 45 километров дороги. На сегодняшний день закончена реконструкция уже 38 километров. Помимо этого, 96% реконструкции 6 мостов, которые были в этом проекте, также уже завершены. На сегодняшний день специалисты занимаются ремонтом и реконструкцией 7 километров дорог.
Проект строительства дороги Бишкек-Карабалта начался в 2017 году. На сегодняшний день специалистам по прокладке дорог осталось отремонтировать около 7 километров трассы. По словам строителя Телека Шарапова, неасфальтированный участок выравнивается, идет подготовка зимнего полотна. Работа у нас сезонная, начинается ранней весной и заканчивается ближе к глубокой осени. Моя подгруппа занимается спецтехникой, то есть, как вы видите, у нас идет подготовка зимнего полотна. Экскаватором убираем излишки выкопанного грунта. Согласно проекту, каждый выровненный участок трассы отмечается. За нами едет самосвал, грузовая машина забирает излишки грунта. Проектно-сметная стоимость реконструкции автодороги Бишкек-Карабалта составляет 70 миллионов 230 тысяч долларов. Средства были выделены со стороны Азиатского банка развития в рамках договора с нашей страной. По словам специалистов, работа с начала сезона была немного приостановлена из-за пандемии. Однако, несмотря на это, полную реконструкцию дороги планируется завершить до конца года. У нас осталось около 7 километров, которые мы планируем закончить до конца в этом году. Сейчас, как вы видите, остались работы земляные в Сокулукском районе. Также в центре Беловодска около километра дороги. Почему мы в некоторых местах не можем начать работу? Потому что сейчас в отдельных участках дороги проходят подземные коммуникации, которые должны быть сначала перенесены, а только потом можно приступить к работе по реконструкции на данный момент. Все кабели полностью переносятся. В этом году по нашему плану мы полностью собираемся закончить реконструкцию трассы и открыть для использования. О проводимой работе на участке дорог Бишкек-Карабалта министр транспорта и дорог доложил и главе государства. Президент провел онлайн-совещание с главой ведомства. В ходе беседы Джанат Бейшенов рассказал Сооронбаю Джеймбекову о плановых работах по вышеуказанному инвестиционному проекту и о продолжении строительства дороги Маданият-Джалалабад и реализации проекта «Север-Юг». На автодороге Бишкек-Карабалта в данное время прокладывается органоминеральный слой. Достигнута договоренность с подрядчиками о завершении работ по асфальтированию всей трассы до конца текущего года. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, также за счет экономии средств планируется завершить 7-километровый участок около города Бишкек. На дороге Маданият-Джалалабад продолжается полноценная работа. Проводится укладка асфальтобетонного полотна. Бишкектен чыгып аткан жеричи. Ошол экономиялык каражатты жумшап атасыңарбы? Ошону экономия средствага жасайлы деп атабыз. Что касается строительства альтернативной дороги Север-Юг, в ходе онлайн-совещания было отмечено, что ее общая протяженность составляет 433 километра. Ремонтные работы разделены на 3 этапа. Эксперты отмечают, что значение этой дороги для Кыргызстана очень большое. Трасса внесет существенный вклад в развитие экономики страны, так как она влияет на межрегиональное и международное развитие. Все регионы, которые расположены вдоль трассы, получат новый стимул предпринимательства. По первой фазе по строительству туннеля на сегодняшний день уложено 115 километров асфальтобетонного покрытия. По туннелю пройдено около 2700 метров. Также по второй фазе по строительству эстакадных мостов. Эстакадные мосты практически построены. Около 73 километров асфальтобетонного покрытия уложено. По остальным проектам по третьей фазе работы начинаются, ведутся земляные работы. И в скором времени будут полномасштабные работы проводиться. Глава Минтранса также сообщил президенту о том, что, несмотря на сокращение бюджета министерства на 70% с учетом сложившейся ситуации, благодаря экономии ранее выделенных средств продолжается реконструкция внутренних автодорог. Также особое внимание уделяется состоянию дорог на горных перевальных участках. Сиз айткан сел жүрүп кеткен жерлердин баары жолу ачылган. Ремонтторду тоңдо, береговой укреплениялардын баарын жасап, толуккандуу уже жасалды жумуштар. Зардалы жакта где-то 1 суткага движение токтолуп, ал аякта дагы бүт жумуштар жасалды. Проезд бар. Ош-Исфананын жолунда а жерде 3 саатка где-то проезд токтолуп, бүгүнкү күндө бүт эмелердин баары тазаланып, проезд бар. Жумуштардын баарын жасадык. Касаясь вопроса улучшения внутренних дорог в регионах, глава государства отметил необходимость скорейшего начала в летнее время реконструкции и строительства дорог в отдаленных высокогорных районах до наступления холода. Строительные мероприятия во всех районах должны вестись равномерно. Если немного задержать работу по строительству, то дороги могут быть некачественными.
Алыскы бийик тоол районунда жайгашкан райондун борборлорун этирак бассаш керек да, аякка суу эрте түшөт да. Мына кээ бир жерлерде кечирээк болуп калып, анан жолдун сапатына да абдан чоң таасирин берет. Ошон үчүн биринчи алыскы бийик тоол районундагы райондун борборлорун баштасаңар, мына ысык мезгилинде, мына күн аба жакшы болуп турганда. Бул токтобош керек да, бирок баарына бирдей болуш керек. Бирөөнө көп, бирөөнө аз болбош керек. Акча жетерлик 2 километрлик, 3 километрлик баарына бирдей болуш керек да. Анан бирөө бүтүп, бирөө бүтпөй, бирөө калып калбаш керек. Сооронбай Жээнбеков призвал усилить контроль над качеством строительных работ, что порой вызывает обоснованные недовольства среди населения, а также рекомендовал привлекать к дорожным работам отечественные компании. Сапаттарын баарын караш керек да. Кээ бир жерлерде мына ошодон наразылык болот да. Акча каражатты мына асманга сапырып атышат, сапаттуу кылбай, бир жыл 2 жылдан бузулуп калат деген дооматтар да жок эмес бар. Бирок биздин өзүбүздүн дептер, өзүбүздүн компанияларга бериш керек, ички жолдор үйрөнүш керектилер да. Ошо өзүнүн компанияларга бериш керек да, Кыргызстандын компанияларына, ички жолдорду. Ошондой кылып атасыңарбы? МОК положение боюнча 3 километр райцентрлерде. В текущем году запланировано строительство и ремонт 153 километров внутренних дорог в 20 городах и 40 районах страны. На эти цели заложено 500 миллионов сомов, из которых 100 миллионов сомов уже выделены. Львиная доля работ будет выполнена силами дорожно-эксплуатационных предприятий. Только bir отдаленный райондарда, где дептердин мүмкүнчүлүгү жок жерде, бир 2-3 жерде подрядчикти алабыз. Президент отметил и особую важность реализации проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, напомнив, что по нему было принято политическое решение всеми сторонами. У нас нет выхода к морю, и в условиях пандемии мы остались взаперти. Были закрыты границы, появилась угроза не только экономической, но и продовольственной безопасности. Под угрозу встал вопрос обеспечения населения продуктами первой необходимости, поэтому очень важно повышать транзитный потенциал страны. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан нужна нам как воздух, отметил глава государства. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жолу. Bunu biz бүтүрүшүбүз керек. Бүрүсем ордуна жылды бул. Саясий чечим мына кабыл алынды бул боюнча. Эң жогорку бийик деңгээлде. Мына кечеки пандемия болгондо бүт мамлекеттер жолун жапканда мына Кытай Республикасы жолун жапты. Биз темир жолу жок. Же океан же деңизге чыга турган жолубуз жок. Биз мына камалып калдык да. Бир эле экономика эмес, элибизди тамак аш менен камсыз кылуу маселеси коркунучтуу болбоду. Ун менен эң керектүү азык-түлүк менен камсыз кылуу маселеси абдан чоң коркунучтуу болду да. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан темир жол аба менен суда керек экен. Бунун үстүнөн такай иш алып барыш керек. В ходе заседания была подчеркнута необходимость введения непрерывной работы в данном направлении и усиления контроля со стороны министерства над деятельностью государственного предприятия «Кыргызтемиржолу». По данным министра Жаната Бейшенова, проводятся консультативные встречи на уровне министров и экспертов, заинтересованных сторон в реализации данного мегапроекта. По итогам заседания глава государства обратил внимание на цифровизацию системы весогабаритного контроля. Большегрузные автомобили разрушают дороги. Коррупция в этой сфере до сих пор не искоренена. Весогабаритный контроль должен быть полностью переведен в цифровой формат, а поступающие средства должны быть направлены на повышение заработных плат работников этой системы для исключения коррупционных рисков, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Айтол Кунсулпуева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.